Нынешняя общественно-политическая жизнь, к глубокому сожалению, полна мифов, полуправды и откровенной дезинформации. Самый поверхностный анализ этого явления показывает, что черное знамя ксенофобии, выпавшее из рук скинхедов и псевдорусских шовинистов различных мастей, подхватили радикальные элементы из Ингушетии. Они, позоря ингушский народ, распространяя по всему миру клеветнические измышления, пытаются столкнуть между собой братские народы чеченцев и ингушей, внедрить общественное сознание, разрушительные идеи, искаженные до нельзя события и факты, формирующие злобу и ненависть между ними. Меня особенно удивляет критика депутата Верховного Совета Чечено-Ингусской Республики, которые якобы препятствовали решению вопросов, связанных с возвращением Чечено-Ингушетии пригородного района, а также решением других проблем ингушского народа. Не буду касаться огромной и кропотливой работы в этом направлении, которую приводил в то время Верховный Совет Республики. Расскажу лишь только об одном эпизоде – поездке группы депутатов, членов оргкомитета по подготовке съезда чеченского народа в Северную Осетию. Эта поездка прекрасно описана в книге председателя оргкомитета Ильича Салмановича Умухаева «В поисках пути», который советует прочитать всем, кто считает себя чеченским патриотом. Поэтому мне остается добавить лишь свои, возможно, субъективные впечатления от этой поездки. Все началось с того, что однажды в сентябре 1990 года ко мне в кабинет вошла секретарь и сообщила, что в приемной находятся ингуши из Владикавказа, которые хотели встретиться со мной. Я удивился и пошутил. Владикавказ далеко от Октябрьского района города Грозного, где я председатель райисполкома, но это земля нашинская. Приглашай гостей. Ко мне вошли несколько человек. Один из них представился как Ахильгов С. и сказал, ошиблись ли они адресом, и что они ищут независимых депутатов и оргкомитет по проведению съезда чеченского народа. Я ответил ему, что они не ошиблись, я независимый депутат Верховного Совета Чечено-Ингушетии и член его оргкомитета. Тогда Ахильгов сообщил, что они представляют ингушскую общественность Владикавказа и пригородного района Северной Осетии и приехали за помощью. Он сказал, что в Северной Осетии ведется политика дискриминации ингушей и в массовом порядке нарушаются права человека. И не решаются вопросы, связанные с возвращением пригородного района. Во многом такое положение дел обусловлено тем, что североосетинское руководство заявляет, что чеченцы не поддерживают ингушей в этом вопросе, а собственных сил у ингушей недостаточно, чтобы переломить ситуацию и добиться прекращения преступлений и нарушения закона. Обстановка с каждым днем все больше накаляется, и у них есть достоверная информация, что руководство Северной Осетии в самое ближайшее время собирается ввести чрезвычайное положение и, пользуясь этим, мобилизовать осетин для организации погромов ингушского населения. В связи с этим они просят чеченских депутатов незамедлительно выехать во Владикавказ и заявить руководству республики о поддержке ингушей и попытаться не допустить ввода чрезвычайного положения. Я тут же позвонил председателю оргкомитета Ильичу Умухаеву и сообщил о гостях из Северной Осетии и об их желании встретиться оргкомитетом. После этого я с ними поехал в Трест-Дориемстрой, где благодаря его руководителю, замечательному и мужественному человеку Мусе Идилову, мы имели возможность проводить встречи членов оргкомитета. Там были речи еще несколько человек, наших коллег, которым гости из Северной Осетии рассказали о цели своего визита и попросили организовать выезд чеченских депутатов для демонстрации единства с ингушами и предотвращения ввода чрезвычайного положения в Владикавказ и пригородном районе. О том, что ехать или не ехать, вопроса у собравшихся не было. Проблема заключалась в том, как собрать как можно больше депутатов, разбросанных по всей республике. Для этого требовалось время, день или два.
За это время мы могли собрать представительную делегацию, но ингушские представители Северной Осетии очень настойчиво и горячо просили нас выехать на следующий день. Они утверждали, что в этот день утром осетинское руководство собирается ввести чрезвычайное положение, и если мы не успеем остановить их, то под этим прикрытием начнутся погромы ингушей, грабежи, убийства мирных и ни в чем не повинных людей. Мы понимали, что для этого визита нужна серьезная подготовка, и наша поездка может оказаться неэффективной. Но бездействовать, когда над ингушами Северной Осетии нависла серьезная опасность, мы не могли. Поэтому решили, не теряя время, с теми депутатами, которых удастся оповестить, выехать во Владикавказ, чтобы в этот тревожный период быть рядом с ингушами. На другой день рано утром группа чеченских депутатов Лечи Умхаев, Хас Сабаев, Нан Разыханов и я на старенькой райисполкомовской машине «Волга» направились в столицу Северной Осетии. По дороге, по предложению Ахельгова, мы завернули до Срань, где встретились с активистами ингушского движения НИСХО во главе с их лидером Кадзоевым, который рассказал нам о своем видении ситуации и предупредили об изворотливости и хитрости североосетинского руководства. С этими наставлениями мы прибыли во Владикавказ, где в тот же день встретились с руководством Северной Осетии во главе с председателем Верховного Совета Республики Галазов. В этой встрече приняли участие Бирагов, первый заместитель Галазова Юрий Бирагов, С. Хитагуров, председатель правительства, ряд руководителей министерств и ведомств. Всего около 10 человек. В ходе этой встречи чеченские депутаты осудили нарушение прав человека, дискриминацию и произвол, чинимый властями в отношении ингушей. Мы также заявили, что возвращение отторгнутых ингушских территорий волнует чеченцев в не меньшей степени, чем ингушей. И если провокации против ингушей будут продолжаться и произойдет кровопролитие, то чеченцы все как один вместе со своими братьями-ингушами будут бороться с преступниками, попирающими законы, мораль и нравственность. Безусловно, это был своеобразный ультиматум и предупреждение североосетинскому руководству о недопустимости попирания законных прав ингушского населения и неотвратимости наказания за преступления против человечности. Возможно, это сыграло свою роль, и после обсуждения североосетинское руководство выразило согласие вернуть земли пригородного района. В завершающей части этой встречи ко мне, видимо, потому что я сидел напротив за столом президиума, обратился председатель правительства Хитагуров. Он спросил, как вы относитесь к вопросу о правобережной части Владикавказа. Я коротко, без колебания ответил. Отношение однозначное. Правобережная часть Владикавказа должна быть возвращена ингушам. На мои слова последовала острая реакция со стороны Хитагурова, который сказал, это нож в сердце Северной Осетии. Вы убиваете республику. Ведь здесь находится 2/3 промышленного потенциала Северной Осетии, и передача этой части Владикавказа ставит крест на самом существовании республики. Когда он говорил, у него из глаз текли слезы. В зале установилась гробовая тишина. Ее нарушил Лечи Умхаев, который, видимо, чтобы вывести осетинскую сторону из состояния ступора, задал Галазову вопрос. Готовы ли они в обмен на правобережную часть Владикавказа к обсуждению вопроса о передаче одного из других промышленных городов центров Осетии, на что он ответил утвердительно. Для доказательства серьезности своих намерений мы попросили их создать комиссию для начала переговорного процесса по данной проблеме. Комиссия в нашем присутствии была определена. Председателем ее был назначен первый заместитель председателя Верховного Совета Бирагов. За нами оставалось только создать такую же комиссию, полномочную комиссию с ингушской стороны и обеспечение нормального
законного, без экстремизма хода переговоров. В процессе обсуждения острых проблем я обратился к Галазову с вопросом: «Ответьте прямо, вы будете вводить чрезвычайное положение или нет?» Он ответил мне: «После вашего приезда какое может быть чрезвычайное положение? Никакого чрезвычайного положения не будет». Таким образом, в результате этой встречи превзошли наши ожидания. И, как нам казалось, мы не только выполнили просьбу представителей ингушей Северной Осетии, но и сдвинули с мертвой точки процесс возвращения отторгнутых земель. Вот что пишет о дальнейшем ходе событий Лечи Ухаев. С этой радостной, по нашим соображениям, вестью мы приехали в Назрань, где нас ждало руководство Ингушского оргкомитета и активисты партии НИСХО во главе Кадзоева. Нас в буквальном смысле огорошили, заявив, что без возвращения правобережной части города Владикавказа никакого переговорного процесса в принципе быть не может. И даже были упреки в том, что мы заняли якобы недостаточно жесткую позицию по этому вопросу. Мы высказали все, что мы думаем по этой линии ингушским лидерам, а также о ее возможных последствиях, и уехали. На этом переговорный процесс нашим посредничеством сорвался. Хотя переговорный процесс на уровне Верховных Советов Чин-Ингушетии и Осетии продолжался достаточно активно, и вопрос был очень близок к своему положительному решению.